Начинать. Пожалуйста, все расположились, всем удобно. Замечательно. Главное, что удобно. Поскольку мы мастера жанра художественного слова, поэтому нам надо, чтобы вам было удобно нас слушать. Так, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на открывающей пресс-конференции фестиваля «Территория Якутск». Подробно о программе фестиваля мы расскажем, но сначала мы хотели бы предоставить слово самому главному человеку, вдохновителю, автору культурной программы этого фестиваля, арт-директору фонда «Территория» Роману Павловичу Должанскому. Он с нами по видео, но вот главное, что он с нами. Здравствуйте, дорогие друзья, участники фестиваля «Территория Якутск». К сожалению, так получилось, что в этом году из-за разных других работ и выпусков спектаклей у меня не получится быть с вами. Но я уверен, что фестиваль в Якутске станет незабываемым событием и для всех его участников, и для зрителей. Особенно, наверное, важным в наши дни, вот в эти месяцы, очень тяжелое, тревожное время, когда особенно важно быть вместе, смотреть друг друга, общаться друг с другом, делиться своими мыслями, своими планами, проводить дискуссии, общаться, быть вместе. Это, наверное, сейчас самое важное для людей театра. Я очень благодарю компанию «Полюс», нашего постоянного партнера, в том числе и за конкурс «Полюс. Золотой сезон». Очень важный, как мне кажется, конкурс, победители которого представят в Якутске свои работы. Хочется пожелать всем незабываемых впечатлений, плодотворных дней в Якутске. Дорогие друзья, нам в организации фестиваля на самом деле очень помогает ваше Министерство культуры. Мы, как люди, уже проводившие фестиваль в 3 регионах нашего присутствия, приехали к вам в Якутск и поняли, как же вам повезло с Министерством культуры. Я сегодня Марина Владимировна высказывала слова благодарности пресс-службе, которая помогла, кстати, в организации этой пресс-конференции. Но, тем не менее, Министерство культуры с нами, и для нас это очень важно, потому что они хозяева территории, мы приезжаем к ним в гости, к вам и к ним обязательно. Поэтому Марина Владимировна Силина, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Спасибо большое, Виктория Станиславовна. Огромное вам спасибо за слова поддержки и благодарности. Мне хотелось бы, в свою очередь, от Министерства культуры и духовного развития, министра и, конечно же, себя в своем лице приветствовать фестиваль современного искусства «Территория Полюс» на нашей древней земле Аланхо. В свою очередь, мне хотелось бы поздравить компанию «Полюс» с тем, что буквально недавно, 26 мая, в Москве были объявлены лауреаты 10-й юбилейной программы «Лучшие социальные проекты России». И вот этот конкурс, который проводится, значит, компанией «Полюс», конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон», как раз стал лауреатом этой программы в категории «Культура, искусство, религия». Поздравим коллег. Вот. Спасибо. И мы, конечно, очень ждали возможности провести фестиваль этого современного искусства у нас. Для нас, конечно же, фестиваль – это символ развития и воплощения самых каких-то вот новых и масштабных проектов. Спасибо большое. Благодаря, конечно, компании и фестивалю вот такие социальные проекты приобретают большое значение в текущей ситуации. Да? Это и развитие духовности, и творческого начала, именно творческого потенциала, это инвестиции в людей, в духовность и
Вот еще раз хотелось бы сказать, что среди флагманов и масштабных таких гигантов компаний, да, именно то, что заняли, значит, выиграли вот это вот, получается, конкурс региональных коллективов, это очень здорово. Вот. Ну, хотелось бы сказать, что наши театры участвуют во всех последних, да, скажем так, фестивалях и занимают места, становятся лауреатами. Все наши театры – это так называемые театры, возможно, как малых городов, да, то есть это театр Мирного, театр юного зрителя, Саха-театр, театр Аланхо и театр коренных малочисленных народов. Мы все участвовали вот с 2018 года в этих, значит, номинациях и занимали определенные места. Вот. Ну, спасибо большое, конечно, организаторам. Мы понимаем, что уж коль у нас в нашем регионе проводится фестиваль, и мы как бы организаторы, значит, нам такое оказано большое доверие. Спасибо огромное. Вот. И мы, конечно же, очень рады, что это созвездие имен, которые будут представлены в этой, значит, программе, которую посмотрят зрители нашего региона. Это, конечно же, вот и музыканты Полина Осетинская, Елена Ревич, это и актеры Евгения Добровольская, Сергей Чанишвили, Юлия Пересильд. То есть такие имена, значимые на театральном и культурном небосклоне Российской Федерации и мира, да, это очень здорово. Мы приглашаем всех быть зрителями, участниками этого фестиваля. Также хотелось бы заметить еще, что и фестиваль заявлен также в образовательной программе. И буквально сегодня вот мы встречали наших девушек, это Полина Осетинская и Елена Ревич. Они сегодня дадут мастер-классы в Высшей школе музыки. Этого события музыканты очень ждут, потому что вот Елена у нас уже была на закрытии театрального сезона в филармонии, а вот Полина, она впервые к нам приезжает. Надеемся, что все музыканты будут в восторге, и мы все очень их ждем. Ну, вот как-то так. Спасибо. Мария Владимировна, большое спасибо. Коллеги, мы подробно расскажем о программе, о том, что ждет зрителей Якутска в течение этой недели чуть позже. А сейчас я хотела бы сказать о третьей составляющей нашего фестиваля. У нас есть зрелищная театральная программа, образовательная программа, в первую очередь для участников конкурса «Полюс. Золотой сезон», но на самом деле для всех профессионалов театрального дела, поэтому мы очень надеемся, что якутские театры, даже те, кто не участвовал в конкурсе, с удовольствием поучаствуют. Но у нас есть третья составляющая, которая позволяет нашему фестивалю остаться с городом, в котором мы его проводим, чуть больше, чем на неделю. В данном случае, по-моему, до 17 июля. Дело в том, что третьим организатором нашего фестиваля «Территория» в городах нашего присутствия является Московский музей современного искусства. И они каждый раз привозят специально сделанную для каждого из городов выставку. В этом году, завтра, откроется выставка «Человека и его ландшафты». О том, что это такое, я попрошу рассказать, сначала, наверное, Василия Церетели, директора Московского музея современного искусства, а потом Андрея Егорова, руководителя научного отдела музея. Поставьте нам, пожалуйста, Василия. Я очень рад, что вновь Московский музей современного искусства и фестиваль «Территория» направляются в путешествие. Благодаря компании «Полюс» в Якутске откроется прекрасная выставка и множество интересных спектаклей, представлений. Мы вас очень ждем на наших открытиях и надеемся, что это станет запоминающимся фестивалем и привлечет множество зрителей. Еще раз большое спасибо компании «Полюс» и ждем вас всех на нашем фестивале «Территория». Спасибо. Андрей, а вы уже нам расскажете про выставку. Василий просто поприветствовал всех. Будьте добры.
Спасибо большое. Добрый день. Действительно, у фестиваля «Территория» традиционно есть выставочное измерение, и здесь, в Якутске, в этом году мы рады представить выставочный проект «Человек и его ландшафты», который построен на основе коллекции Московского музея современного искусства. Дело в том, что наша коллекция российского искусства 20-го, начала 21 веков действительно по праву считается одной из сильнейших в стране. Без лишней скромности могу это сказать. Она очень за счет своего разнообразия, в первую очередь, потому что в нем представлены самые разные течения, зачастую полемизирующие друг с другом, разные имена, художественные идеи. Это своего рода калейдоскоп, который мы по-разному разворачиваем. И, собственно, даже в Москве, в нашем пространстве музейном, мы не выстраиваем постоянную экспозицию, а показываем наши фонды в жанре таких сменных выставок, специальных аранжировок, каждый раз исследующие определенные сюжеты, связанные с историей искусства, связанные с какими-то философскими проблемами, с может быть, персональными высказываниями и так далее. И в этом смысле вот наш проект, который сегодня мы обсуждаем и который завтра открывается, это не исключение в том смысле, что в нем использована, в его построении использована та же логика, которую мы используем, собственно, в нашем музее в Москве. Что касается структуры выставки, это своего рода диптих, то есть это выставка, которая состоит из двух частей. Собственно, с одной стороны, исследует она ландшафты внешние, то есть, скажем так, взаимоотношения человека с пространством в каких-то жанровых, пейзажных, скажем так, рамках. И здесь таким лейтмотивом смысловым, символическим является образ рая, такого вертограда. И зрители увидят различные индивидуальные интерпретации этой идеи. А вторая часть, контрастная, она посвящена, наоборот, изучению художниками внутреннего пространства, внутренних ментальных ландшафтов, да, которые особенно сейчас, вот, собственно, разворачиваются в сознании человека цифрового общества, который как-то пытается найти какие-то правильные траектории, да, найти путь в социальных сетях, распутать эти сети, да, правды и постправды. И в этом смысле, вот, собственно, художники, работы, которые мы демонстрируем, а это на самом деле очень известные художники разных периодов, разных поколений, от авангардных мастеров, таких как Стенберг или Бурлюк, до классиков московского концептуализма, таких как Пивоваров, до петербургского авангарда 90-х, 2000-х, Ольга Табрилуц, и до более молодого поколения художников, таких как Андрей Кузькин. И это еще далеко не все. И вот, собственно, это такие мириады индивидуальных высказываний. В этом смысле каждая работа очень самодостаточна, но каждая работа своего рода раскрывает такой свой собственный художественный мир. Но здесь я хотел бы в контексте, собственно, концепции фестиваля «Территория» сказать пару слов о том, что действительно в наше время сложные такие понятия, которые обычно вот используются, да, вот в нашей культурной жизни, как диалог, культурный обмен, просвещение и так далее, в принципе, конечно, уже недостаточны. То есть мы должны их прояснять, уточнять и как-то, скажем так, более глубоко осмыслять то, чем мы занимаемся. И, на мой взгляд, выставка, которую мы открываем, это такой как раз приглашение, собственно, к такому размышлению. Это не просто вот, действительно коллекция каких-то ярких художественных высказываний, это проект такой антропологический, собственно, поэтому в названии «Человек», да, заявлен. И он не дидактический, а такой вопросительный, то есть он предлагает задуматься о каких-то вопросах, обсудить их, даже если какие-то работы покажутся непонятными, да, потому что на самом деле непонимание, да, это очень, на мой взгляд, продуктивное чувство, оно сразу включает воображение и рефлексию. И поэтому это такое действительно приглашение задуматься о том, вот, собственно, что такое наша сегодняшняя культура. И в этом смысле здорово, что выставка проходит как часть большого фестиваля, театрального, междисциплинарного фестиваля, и проходит в художественном музее Якутска, где своя замечательная коллекция, постоянная экспозиция работ разных периодов, художников Якутии. И, кроме того, будет еще выставка открыта, и уже открыта, из Государственной Третьяковской галереи, да, с замечательными произведениями из
фондов Государственной Третьяковской галереи. То есть это такая своего рода симфония, да, уже культурная. И мне кажется, это действительно заставляет, наверное, вспомнить вообще такую идею всеединства, да, такой философской, когда вот все как-то взаимосвязано, взаимоподчинено, но при этом без утраты индивидуальности. И, конечно, я хотел бы поблагодарить, также присоединиться к словам Василия Зурабовича, поблагодарить Художественный музей Якутии, Министерство культуры Республики, поблагодарить коллег из Московского музея современного искусства за их работу, территорию, фестиваль, всех коллег оттуда замечательных, и, конечно, компанию «Полюс» за энергию, мотивацию и поддержку. И просто от себя хочу сказать, что очень замечательно оказаться в Якутске. Я очень давно хотел здесь оказаться, и мы, в свою очередь, ждем повода показать художников Якутии в Москве. Спасибо большое. Андрей, большое спасибо. Дело в том, что мы сегодня можем рассказать подробно про программу фестиваля. С нами Любовь Боева, исполнительный директор фестиваля «Территория». Но мы тогда, наверное, с Любовью дождемся, если что, вопросов по программе. Я, с вашего позволения, все-таки коротко расскажу о событиях ближайшего времени, потому что, на самом деле, я буду очень признательна, если вы максимально быстро выпустите свои материалы. Сегодня объясню, почему. Мы очень хотим, чтобы зрители успели прийти. Андрей рассказал про выставку завтра вечером. Во-первых, в 3 часа пресс-показ. То есть мы ждем всех коллег из СМИ для того, чтобы кураторы показали подробно выставку. В 4 официальное открытие. И, соответственно, с 4 числа выставка свободно работает. Но дело в том, что и помимо замечательной экспозиции Третьяковки, которая открылась вчера, дело в том, что события нашего фестиваля начинаются сегодня в музее, но не музеем, а такой новой формой. Я даже думаю, спектакль это или не спектакль. Действо называется «Картон». Да, его автор, режиссер из Санкт-Петербурга Кирилл Люкевич называет его уличным представлением. Во дворе театра сегодня в 3 часа, и коллеги меня поправят, в 6, второе представление, и в 6 часов есть возможность его посмотреть. Опять же, когда мы говорили с нашими площадками, те, кто принимает фестиваль, мы очень просили сделать так, чтобы билеты на наши мероприятия были максимально доступны по цене. Поэтому они пошли нам навстречу. Поэтому те, кто сегодня еще успеют, в 3 или в 6 часов Национальный художественный музей, «Картон». Посмотрите, мы, например, пойдем в 3 часа. Нам очень интересно, потому что мы хотим посмотреть, что такое уличное представление. Завтра у нас, я бы его назвала таким, наверное, гала-вечером, хотя это литературно-музыкальная композиция. Как сказала уже Марина Владимировна, Полина Осетинская, Елена Ревич, 2, наверное, именитых, с одной стороны, с другой стороны, наверное, интересных очень современных музыканта. Если Полина Осетинская – это фортепиано, то Елена Ревич – это скрипка. В их исполнительском мастерстве сомневаться не приходится, но дело в том, что это, как я уже сказала, литературно-музыкальная композиция. И 2 замечательных артиста, я их обоих видела на сцене МХАТа московского в одном из спектаклей. Не буду продакт-плейсментом заниматься и сильно рекламировать МХТ, но тем не менее Евгения Добровольская и Сергей Чунишвили. Посмотрите, правда, я для себя не так давно, года 3 назад, открыла вот это зрелище литературно-музыкальных композиций и должна сказать, что Евгения Добровольская просто замечательная актриса, а Сергей Чунишвили именно в этом жанре литературно-музыкальных произведений хорош. Дело в том, что это мероприятие у нас на сцене вашего театра оперы и балета, зал большой, и есть еще шанс купить билет. Поэтому завтра в 19:00 все это представление, оно недолго, 1:20, 1:30, то есть это все вполне себе умеренно по времени, никто не успеет устать, но пятничный вечер обещает быть незабываемым.
Из завершения нашего фестиваля спектакль Юлии Пересильд «Эбеновая кожа». Это Гумилев, стихи об Африке в сопровождении народной африканской музыки, мелодий. Но тут расскажу по секрету, я боюсь, что там уже все билеты раскуплены, если я правильно помню. Да, вот Любовь говорит, что да, но, видимо, какие-то еще 5-10 штук осталось, поэтому те, кто хотят увидеть, успейте. У нас в Саха-театре, правильно? Да, это у нас как раз в Саха-театре. Дальше у нас несколько, я, если правильно помню, спектаклей в Тюзе. Там как раз все наши спектакли лауреатов конкурса «Полюс. Золотой сезон» в этом году. Дело в том, что у нас обычно последние годы на наш конкурс, в этом году мы его 7-й раз уже проводили, «Полюс. Золотой сезон» обычно порядка 30 заявок. В итоге выигрывают 6-7 театров, которые входят в шорт-лист. И все они приезжают к нам на фестиваль «Территория» для того, чтобы поучаствовать в образовательной программе. И те, кто занял первые 3 места, показывают свои спектакли. Так вот, у вас есть возможность посмотреть не только вашего... У нас же Красноярский ТЮЗ, правильно, со своим одним из спектаклей выиграл конкурс? Да. Он будет в ТЮЗе показывать. Он будет в ТЮЗе, свой же театр. Прошу прощения, якутский ТЮЗ. Извините, ради бога, да. Якутский ТЮЗ будет показывать 8 числа 8 в 16 часов. 8 числа в 16 свой спектакль, с которым он у нас выиграл «Полюс. Золотой сезон». «Хроники безумия», поэтому, коллеги, приходите, посмотрите, это действительно интересно. Такого Федора Михайловича Достоевского и «Преступление и наказание» вы не видели никогда. Возможно, это заставит вас по-иному взглянуть на это произведение. Я очень рекомендую притащить туда старших школьников. Вот у меня сыну 15, через 3 дня исполнится 16, и я понимаю, что заставить читать невозможно, я его в театры вожу. Всю русскую классику мы уже посмотрели, Чехова и Достоевского освоили. Я считаю, что это большой плюс. Я говорю вам совершенно серьезно, потому что заставить 16-летнего подростка читать, он в лучшем случае скажет: мать, а где краткое содержание? Спросит он у меня, а в театр ходит с удовольствием. Поэтому очень-очень рекомендую об этом подумать и, возможно, прийти действительно с кем-то из старшеклассников. Дальше из лауреатов «Полюс. Золотой сезон» у нас спектакль Мирнинского театра. Любовь, у нас Мирнинский когда? Мирнинский театр у нас 6 числа в 19 часов Саха-театр. Саха-театр, Мирнинский театр. Я думаю, что не все из вас бывают в Мирном, а тут возможность увидеть. Коллеги из Мирнинского театра у нас давно принимают участие в нашем конкурсе. Мы где только не принимали. Они к нам и в Магадан приезжали, и в Красноярск, и в Иркутск. Поэтому театр интересный. Посмотрите, правда, это того стоит. И тоже один из 3 наших финалистов, театр Шарыпова, со спектаклем «Буратино». Это тоже для семейного просмотра. Они у нас 5-го? В ТЮЗе 5-го. В ТЮЗе, в якутском ТЮЗе 5 числа. Я очень люблю театр Шарыпова. Расскажу вам сразу историю, которая, возможно, вас заинтригует. Дело в том, что свой «Полюс. Золотой сезон» мы проводили даже в 2020 году. Так как конкурс проходит жюри смотрит видео-варианты постановок, поэтому мы смогли его провести онлайн. А вот финал, вот как мы обычно делаем территорию в одном из городов, должна была быть территория Иркутск. И в итоге по объективным причинам мы его проводили не в 20-м, а в мае 21-го. Понятно совершенно, когда театры открыли, и вот у нас было счастье, в иркутских театрах была 50% рассадка, но мы, по-моему, сажали 80-90% зала. Соответственно, все проверяющие органы закрывали на это глаза, все честно сидели в масках, но тем не менее. А у вас-то счастье, мне сказали сегодня, коллеги, сегодня у вас отменили масочный режим. У нас с вами просто праздник, то есть у нас есть возможность все мероприятия без масок посмотреть. Шарыпова тогда выиграли наш «Полюс. Золотой сезон» в 2020 году. Со спектаклем «Я нанял убийцу». И вот в мае 21-го они приехали и показали свой спектакль в Иркутске,
А в апреле 2021 года они получили «Золотую маску» за этот спектакль. А мы гордимся, что наш конкурс они выиграли годом раньше. И жюри «Золотой маски» их увидела и оценила после того, как они выиграли наш конкурс. Поэтому мы очень надеемся, что зрители посмотрят «Буратино». Я пойду обязательно, потому что я, правда, Шарыпова. Это один из моих любимых театров, но вы понимаете, что за 7 лет конкурса все равно появляются свои любимчики, причем это никак не отражается на местах, которые они получают, потому что мы не имеем никакого отношения, жюри профессиональное смотрит, это коллеги из фонда «Территория» обеспечивают нам работу жюри, а мы, соответственно, имеем возможность, ну, скажем так, просто сходить на спектакль того театра, который очень любим. Поэтому «Буратино» от Шарыпова, 5 июня, ТЮЗ. У нас 2 показа в 16 и 18. Вот. Это спектакль именно для семейного просмотра, чтобы... Да, так что в воскресенье, 5 число, есть возможность приехать. Далее, мы привезли... Дело в том, что историю с детскими театрами мы начали в 2021 году, в Иркутске как раз, когда первый раз в мае привезли Московский театр «Трикстер». Но это для школьников совсем раннего школьного возраста, но тем не менее они совершенно очаровательны, они покажут сказки роботов о настоящем человеке, а покажут тоже 5-го утром или 4-го? 16-18. 6-го, в понедельник. Но так как у детей уже каникулы, то, в общем, 16-18 вполне себе. Хорошо, тоже ТЮЗ, правильно? Да, в ТЮЗе. Это вот для младших школьников, но, наверное, 6+. Поэтому имеет смысл посмотреть, они совершенно завораживающие ребята. Еще из взрослой программы мы забыли... ну, конечно, как мы могли забыть, «Все пути ведут на север». Балет «Москва». Дело в том, что до ковида этот замечательный театр в жанре современного танца, крайне редкого в России, несмотря на название «Балет Москва», мы могли посмотреть только на наших фестивалях в регионе, потому что они танцевали где-то за пределами Родины и, значит, периодически раз в год с одним из спектаклей залетали к нам. Они у нас были в Магадане, они у нас были в Красноярске. Они у нас, по-моему, были в Иркутске, и вот теперь они у нас с нами в Якутске. «Все пути ведут на север». Это вечер 5 числа. То есть у нас воскресенье, 5 число в Театр оперы и балета. В Театре оперы и балета. Зал большой, современный танец. Коллеги, очень рекомендую хотя бы посмотреть для тех, кто еще не видел. Просто приобщиться к жанру и понять, ваше, не ваше. Для тех, кто, наверное, знает этот жанр, но это сейчас, наверное, в этом жанре современного танца один из самых сильных коллективов России, поэтому имеет смысл. А всех я сказала. Нет, Алитет уходит в горы у нас еще и Азор. Азор, все правильно, тогда я говорила. Значит, соответственно, Алитет уходит в горы. Любовь какого, поправляйте меня? 7 числа в 19 часов Саха-театр. Саха-театр. Это тоже один из лауреатов нашего... Но они участники. Они участники, они не лауреаты, но так как театр якутский, то мы решили, что мы дадим возможность коллегам сыграть в рамках фестиваля, потому что на самом деле фестиваль мы в том числе приурочиваем к столетию Якутии. Для образования Якутии для нас это важно, поучаствовать в большой масштабной программе. Поэтому мы решили, когда коллеги верстали из территории, верстали программу, мы понимали, что по максимуму предоставим нашим участникам полю «Золотой сезон», даже если вдруг они не заняли первые 3 места, но вошли в наш шорт-лист из 6 мест. У нас там, в гости нас приняли, у нас там дирекция, фестивальный штаб, и нас любят и встречают, и помогают нам. Да, поэтому мы решили, что будет правильно и справедливо дать им возможность свой спектакль показать в рамках программы. По-моему, мы рассказали обо всем. Нет, что-то еще забыли? Нет, мы забыли еще об одном спектакле для семейного просмотра «Я, бабушка Илико и Иларион». Конечно, да. Я совершенно забыла. Георгий Ябадзе. Он же играет в Москве, в МХАТе, во втором, который... Он играет на разных площадках. Он и в Театре нации играет, и во втором МХАТе Горького, и на юго-западно. У него свои отношения с наследниками были, и они договорились, что да, они ему разрешили, и посмотрели,
И вот он и теперь вот показывает этот спектакль везде, по-моему, он путешествует с ним тоже. Здорово. На самом деле я как раз говорила вам уже сегодня о школьной программе, которая тут вот, кстати, к слову, вспомнилась. Дело в том, что Надара Думбадзе, повесть биографическую «Я бабушка Илико Илларион» я читала в школе по списку внеклассного чтения в одно из лет, это было, по-моему, лето то ли после 7-го, то ли после 8-го класса. Опять же, как вы понимаете, в этом возрасте дети являются такой малоблагодарной аудиторией, но книжка была настолько завораживающей, настолько по-доброму, по-хорошему о семье и семейных традициях. У нас, соответственно, Георгий Абадзе это еще виртуозно исполняет. У меня одна из наших коллег видела спектакль и говорит, что смотрится на одном дыхании. Поэтому очень рекомендуем. Он у нас где? В ТЮЗе. В ТЮЗе 4 числа в 16-18 часов. Да, 2 показа, соответственно, 4 число у нас суббота. Да. Замечательно как раз для семейного просмотра. Коллеги, мы специально так подробно остановились на всей программе, чтобы у ваших читателей и у наших зрителей была возможность выбрать, сориентироваться в этой программе, понять, на что стоит идти, на что не стоит идти. Как я уже сказала, мы старались привозить, мы очень благодарны коллегам из территории, которые сверстали нам такую крайне разнообразную, многожанровую программу. Есть возможность увидеть практически все направления современного искусства. Я знаю, о чем мы забыли. Мы забыли об одном из жанров на стыке образовательной и зрелищной программы. Дело в том, что читка. Есть такая вещь, как читка пьес. 2 года назад в Магадане я уговорила коллег из территории включить это в программу фестиваля. Дело в том, что я очень люблю читать пьесы. Мое желание как непрофессионала, как вы понимаете, я не имею никакого отношения к театрам, но вот драматургия мне нравится именно из варианта прочитать. Мою любовь к этому жанру мало кто разделяет, но, как показывает практика, когда под руководством режиссера пьесу даже с листа, вот как вы сейчас сидите, держите пресс-релизы, вот так же актеры свои роли читают в рамках читки. То есть они этот текст видят 2-й, 3-й, 4-й раз в жизни. Но есть режиссер, который уже все это определил какие-то краски и пробует, это как проба пера. Что нам нравится очень в этом жанре? Периодически пьесы, которые участвуют в читках, потом театры, которые их принимают, оставляют их в репертуаре. Опять же, территория Иркутска, 2021 год, театр «Новая драма», который у нас в Иркутске принимал читки, один из спектаклей взял в программу. Я вот сейчас слежу за их афишей, смотрю, он у них поставлен как спектакль. Для этих читок коллеги из территории подбирают пьесы из финального списка премии «Кульминация». Это единственная драматургическая премия именно для драматургов, для тех, кто пишет пьесы в России. И вот 3 пьесы, есть возможность эти читки посмотреть. А читки у нас, по-моему, в Арктическом... У нас нет, в Саха-театре. Да. В Саха-театре. Да, 4 дня подряд. Сейчас. В малом зале лабораторном мы показываем 6-7 вечерний в 19 часов, как раз кураторы Романа Дорофеева, он актер и режиссер Саха-театр. Вот. И 5 и 4 по 2 раза. То есть 4, 5, 6, 7, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Суббота, воскресенье по 2 раза, там есть и дневные спектакли, соответственно, 6, 7, так как это рабочие дни, то вечерние варианты. Поэтому приходите, посмотрите. Бывает совершенно уморительно, интересно и весело. Я стараюсь как минимум 2 из 3, если позволяет время, обязательно посмотреть. Придите, посмотрите просто для себя, опять же, проба пера, жанр. Как я всех зову на балет «Москва», все пути ведут на север, то я думаю, что вот это вот тоже возможность есть посмотреть читки. Вот теперь мы точно с любовью рассказали про все из того, куда мы приглашаем зрителей. Да. Я специально не останавливаюсь внимательно на профессиональной программе, она все-таки для тех, кто занимается театральным искусством. Поэтому теперь мы готовы ответить на вопросы, если вдруг еще что-то не сказали. Да, если вдруг захотите там синхроны, эксклюзивы, пожалуйста, скажите, кого надо позвать из нас.
Так, я поняла, вопросов нет, мы были подробны, это уже хорошо. Отлично, коллеги, тогда мы ждем вас. Вы имеете возможность посетить любой из этих спектаклей, поэтому, пожалуйста, подойдите либо ко мне, либо к моим коллегам, либо к пресс-службе Министерства культуры, который запишет и скажет, кто из вас и когда на какой из наших спектаклей придет. Все, ждем вас всех. Спасибо. Да, и вы сейчас, через 2 часа у нас как раз начнется картон, и мы приглашаем вас всех. Пожалуйста. Мы как раз идем на 15 часов. Так что давайте попробуем.